Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Точки опоры». Сегодня в очередной раз мы поговорим о системе образования. Система образования нашей республики, впрочем, как и все отрасли, претерпела ряд изменений. Мы уже можем говорить о серьезных преобразованиях, назовем это реформой образования. Как мы с вами заметили, в нашу лексику последние годы уже устойчиво вошло такое понятие, как единый государственный экзамен. С самого начала у него были и сторонники, и противники. Ну, эта система оценки способностей детей сегодня уже закрепилась в нашей системе образования. Именно о едином государственном экзамене и все, что с ним связано, мы поговорим сегодня очередной раз с нашими уважаемыми экспертами и выпускниками, учащимися 11 класса нашей славной первой гимназии. Я с удовольствием представлю вам экспертов нашей сегодняшней встречи. Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Абдрахман Каимов, учащийся 11 класса президентского лицея Билал Далтагов и директор первой гимназии Лиза Бараева. Я вас приветствую и наших юных питомцев, учащихся нашей славной гимназии. Ну что ж, начнем нашу сегодняшнюю работу. Абдрахман, единый государственный экзамен, да, это форма оценки способностей детей, которая привлекает к себе все больше и больше внимания. Ну, к ней мы в том числе не сразу привыкли, да, на начальном этапе введения этой формы были и сторонники, были и противники. Ну, сегодня ситуация коренным образом поменялась. Что мы сегодня находим такого привлекательного в этом едином государственном экзамене при оценке способностей наших детей? Я думаю, главным таким критерием оценки единого государственного экзамена является то, что, в общем-то, если в советской школе каждый выпускник, в общем-то, его знания оценивались тем учителем, который его обучал, то сейчас это, с одной стороны, независимая оценка качества подготовки конкретного выпускника. Вот. И здесь, я думаю, что всякие субъективные моменты, они однозначно исключаются. Другой момент. Все дело в том, что единый государственный экзамен, я считаю, в общем-то, дает возможность выпускнику, допустим, самого отдаленного населенного пункта претендовать на место, допустим, в самых престижных вузах и Российской Федерации, и всех субъектов нашего государства. Это то, чего в прежние годы не было. В принципе, я считаю, что все-таки в той системе, в той старой системе, в общем-то, больше субъективных было моментов, которые влияли допустим, от То места. есть сегодня у нас больше шансов претендовать на престижные вузы? Да, да, именно так. Вот. Я думаю, именно это обстоятельство, в общем-то, в первую очередь должно служить в некоторой степени поддержку единого государственного экзамена в нашей стране. Это, на самом деле, очень серьезный критерий. Ну, нам сейчас надо определиться и с тем, любопытно и зрителю, и нам, собственно, какое количество учащихся выпускников в этом году готовятся сдавать в нашей республике единый государственный экзамен. Вот у нас сейчас идет формирование базы участников единого государственного экзамена. Вот, завершится формирование 1 февраля, то есть последний день января, до 1 февраля идет регистрация участников единого государственного экзамена. По состоянию на сегодняшний день у нас уже зарегистрировалось в качестве участников около 16 тысяч. 16 тысяч человек. по всей республике? По всей республике, да.
Это будет больше по сравнению с прошлым годом. Это серьезный показатель. Ну, мы к этим вопросам еще вернемся, к вашему мнению. Я слышал, что очень серьезно готовятся к сдаче единого государственного экзамена, ну, в том числе и нашем славном президентском лицее, да, как я выше представил, Билал Далтагов, я думаю, что не случайно сегодня оказался так в строю наших уважаемых экспертов. Ну, нам сегодня интересно, Билал, ты какие предметы уже выбрал сдавать? Говорят, что нет необходимости сдавать все предметы, и ребенок определяется с тем, какие предметы он будет сдавать. И, в общем, на кого ты себя готовишь? Я выбрал такие предметы, как обществознание, история, русский язык и профильный уровень математики. Наверное, я себя готовлю к военному делу и хочу стать военным, так как безопасность для меня, для нашего региона превыше всего. Ну, что же, это прекрасные устремления в столь юном возрасте готовить себя к столь ответственной работе. Мы это можем только приветствовать. Лиза, ну, о первой гимназии можно говорить очень долго и без устали, с вашим-то послужным списком. Причем у вас с вашими выпускниками вашей гимназии, ну, есть информация о том, что большой процент выпускников вашей гимназии находит себя в стенах тех или иных престижных вузов. И с этой точки нам интересно знать, как вы готовитесь, как ваши дети готовятся к сдаче единого государственного экзамена, и определились ли ребята уже с тем, кем они станут? В прошлом году наши дети, вот в отличие от тех предыдущих лет, какая-то часть учащихся не справилась с единым выпускным экзаменом, и у нас учащиеся как бы вышли из стен гимназии без аттестата. Исходя из этой ситуации, проанализировав все итоги предыдущего экзамена, мы в этом году для себя наметили план подготовки своих учащихся. Несмотря на то, что там и сильные, и слабые, мы заинтересованы, мы хотим, чтобы в этом году все наши учащиеся сумели сдать экзамен. С этой целью у нас во второй половине дня для всех учащихся гимназии определены по 2 часа занятий по русскому языку и по математике. Это дополнительно? Это дополнительно, да. Все дети, помимо учебного плана, имеют такую возможность посещать эти занятия. Но опять-таки к этим занятиям кто как относится. В основном здесь сидят дети, которые нацелены на высокие баллы сдать экзамены. Но надеемся, что в этом году у нас будет 100%. 100%? Хотим. А разве такое бывает, что 100% сдавали? Да, у нас позапрошлом году цифра 117 выпускников, и все они получили аттестат, а в прошлом году у нас из 117 той же цифры 9 человек не сдали. Причем, вы знаете, то самое, что обидно, это математика. Вообще и по республике в основном больше не сдавших математику, нежели чем русский язык. Хотя, на мой взгляд, сегодня не сдать математику, это просто надо очень сильно захотеть ее не сдать, нежели чем сдать. Настолько задание там подобрано таким образом, что даже ученик 5-6 класса способен сдать этот экзамен. Ну, не знаю. С математикой мало дружил, и также это мое мнение. И продолжаю дружить с ней очень мало. Абдрахман, говорят, что в учительской среде, я слышал, что единый государственный экзамен, он уже начинается как бы с декабря, да, с момента написания сочинения, которое служит своеобразным допуском к единому государственному, то есть к остальным экзаменам. Мы можем сегодня говорить о промежуточном таком итоге этих сочинений, которые уже написаны, какие результаты, что показали дети, каковы наши познания, знания? В принципе, мы вообще-то во всех субъектах Российской Федерации договорились о том, что не будем озвучивать эту цифру, но раз вы задали этот вопрос, я все-таки отвечу на этот вопрос.
Да, действительно, в порядок проведения единого государственного экзамена в 2015 году Министерством образования и науки Российской Федерации внесены серьезные изменения. Одним из этих вариантов является и написание итогового сочинения. 3 декабря все выпускники наших общеобразовательных учреждений, значит, писали сочинения, значит, порядка 4500 детей получили по сочинению не зачет. То есть из 16 тысяч порядка 4,5 тысяч не зачет. То есть эти дети уже не будут допущены к другим экзаменам, да? Все дело в том, что у этих выпускников есть возможность снова написать это сочинение. Первый раз это в феврале месяце они напишут. Вот. Если, допустим, в том числе и те, которые 3 декабря не явились по уважительным причинам, тоже. Вот. Если они не справятся и во второй раз, у них будет возможность написать его снова в мае месяце. Так что я думаю, что Министерство образования, система образования дает шанс каждому выпускнику все-таки быть допущенным к государственной итоговой аттестации. Какой же гуманный все-таки жест со стороны Министерства образования и науки, замечу вам. Ну, я думаю, что зрителям мы еще раз напомним, что если вдруг ваш ребенок в декабре не сдал сочинение и получил недопуск к предстоящим остальным экзаменам, особо не расстраивайтесь. Как только что мы услышали, Министерство образования и науки Чеченской Республики дает еще 2 шанса, 2 возможности попробовать себя. Билал, ну, коль скоро мы говорим о едином государственном экзамене, и сегодня это основной вопрос нашей повестки, этим озабочены не только дети, преподаватели, родители, ну, собственно, все мы вместе. Значит, мы ищем пути, способы успешной сдачи этого экзамена. У тебя есть какие-то пожелания или рекомендации, или советы твоим коллегам для того, чтобы они успешно сдали единый государственный экзамен? Собственно, что для этого нужно, особо не дергая родителей, преподавателей? Ну, я считаю, что в первую очередь нужно учиться хорошо, учить все предметы, особенно больше внимания уделять тем предметам, которые ты выбрал. Вот как ты строишь процесс обучения? Почему ты стал вдруг таким успешным в своей среде? Ты много читаешь или занимаешься с репетиторами? Да, у нас как помимо этого школы полного дня в нашей школе, я также дополнительно занимаюсь репетиторами по обществознанию, истории. Эти предметы мне более, плохо дается, чем математика, например, чем русский, чем обязательные экзамены. А так у нас есть школа полного дня, где нас также готовят к экзаменам по всем направлениям, наверное. Лиза, вот в вашей гимназии, кроме тех дополнительных часов, что вы назвали, я думаю, что вы все-таки проводите еще какую-то дополнительную работу, в отличие от некоторых школ, может быть, гимназий, для того, чтобы ваши дети успешно сдали единый государственный экзамен. Ну, просто так сдать 100% это невозможно. Ну, поделитесь с нами вашими секретами. Естественно, на каждом уроке, составляя свою рабочую программу, каждый учитель отводит часы для подготовки к единому государственному экзамену. Дальше есть дети, которые посещают дополнительные занятия уже по тем предметам, которые они уже выбрали, и уже они точно знают, что эти предметы они будут сдавать. Также осенью мы проводили и пробный экзамен по русскому языку, дважды проводили пробное сочинение. Сейчас мы планируем провести пробный экзамен по математике. Вообще нужно деятельность учащихся строить таким образом, не так, чтобы всю информацию им будут учителя давать, а так приучить детей, чтобы они дома, вот какими материалами они могли пользоваться, чтобы и в домашней обстановке могли готовиться. Вот сейчас, когда мы готовились к этому сочинению, как сказал Абдурахман,
на пробном сочинении выбегает девочка вся в истерике, вот помогите, я не могу. Я ее успокоила, она зашла, потом уже на сочинение, она написала сочинение, пришла и говорит: вы знаете, как приятно, когда ты понимаешь, что ты это сделал сам, не списал откуда-то. То есть уже и сейчас детей нужно готовить к тому, что он сам будет это сдавать. Никакой помощи ожидать не придется. Вот есть мнение, что при сдаче единого государственного экзамена сама процедура построена таким образом, чтобы минимизировать участие преподавателя в этом процессе. То есть ребенок может полагаться только на свои знания, и при этом не рассчитывая ни на какую помощь. Это так на самом деле выглядит? Вот в прошлом году вот, где-то для наших многих учащихся был это шок, вот те меры предосторожности, которые были предприняты. Где-то и было недовольство родителей, самих учащихся, может быть, где-то и мы возмущались, но на самом деле это было правильно. Даже вот эти учащиеся по итогам прошлого экзамена поняли, что они должны учиться. Сейчас их не приходится заставлять. И потом каждый ученик, он мог проявить себя, он не в обиде, почему я делал сам, а рядом со мной списывал. Несмотря на то, что такие меры были предприняты, у меня очень много выпускников учатся и в московских вузах, они смогли пройти вот этот конкурс. Я только приветствую. Приветствуйте. Да. Ну, так или иначе... Потому что нашей экономике нужны грамотные. Нам на самом деле, как справедливо отмечает и глава нашей республики, нам нужны подготовленные люди, специалисты высокой квалификации практически во всех отраслях. Ну, так или иначе, тон при сдаче единого государственного экзамена, при организации всего мероприятия, тон задает, естественно, Министерство образования и науки нашей республики. Абдурахман, вот в связи с этим, какая работа проводится или проведена вашим министерством для организации единого государственного экзамена в этом году? И очень актуальный момент, какие меры безопасности и контроля будут использованы в этом году? Значит, учитывая наши прошлогодние ошибки, мы решили начать подготовку к государственной итоговой аттестации в 2015 году с самого начала учебного года, то есть с сентября месяца. Во-первых, мы практически полностью обновили состав руководителей пунктов проведения экзамена, организаторов в этих пунктах. Распоряжением главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, значит, создана рабочая группа во главе с заместителем председателя правительства Магомадовым, в состав которой вошли представители правоохранительных органов, Министерства образования, Министерства здравоохранения и Министерства финансов. Вот. Мы уже начали подготовку, значит, председателей экспертных наших этих предметных комиссий. Я думаю, что сейчас прорабатывается вопрос с Ростелекомом относительно установления, значит, систем видеонаблюдения во всех пунктах проведения экзамена, сигнал из которых будет выведен в ситуационный центр Рособорнадзора. Вот. Я думаю, что вот меры, имеется в виду, понимаете, я даже не хочу вот заострять на этом внимание, я просто коллеги отметили тот момент, что сегодня каждый выпускник должен рассчитывать на себя и на свои знания. Значит, других вариантов у него попросту не будет. А это будет и неправильно. Почему, допустим, я должен заниматься, учиться, а другой будет лодорничать, а потом, значит, используя какие-то другие варианты, в общем-то, сумеет там получить более высокие баллы там и так далее. Это неправильно. У всех должны быть равные возможности, равные условия при сдаче единого государственного экзамена. Поэтому я хотел еще на один момент обратить внимание. К сожалению, некоторые родители уже сейчас начали всякие искать варианты для того, чтобы каким-то образом, ну, по их мнению, облегчить им возможность при сдаче единого государственного экзамена. В первую очередь это выражается в том, что вот масса выпускников из города Грозного ринулись в сельские районы.
считая, что там им будут обеспечены комфортные условия. Я обращаюсь ко всем родителям, ко всем выпускникам. Не делайте этого, не травмируйте детей. В общем-то, во всех пунктах будут равные условия для всех при сдаче единого государственного экзамена. Система контроля будет такой же, что в городе Грозном, что в Ножеюрте, что в Шитое, что в Науре, там, что в других этих самых населенных пунктах. Нет смысла этого делать. Я еще раз повторяю. Значит, со всех пунктов в режиме онлайн работа будет транслироваться и в ситуационный центр Министерства образования нашего, и в Рособорнадзор. Спасибо, Абдрахман. Я хотел бы заострить ваше внимание еще на таком моменте. Предположим, кто-то не сдал единый государственный экзамен в этом году. Есть ли у него возможность сдать его через год, два, или он уже потерянный для общества человек? Вот все дело в том, что и в этом плане уже Рособорнадзор внес серьезные изменения в сроки проведения единого государственного экзамена. Предположим, если кто-то в этом году не справляется, кстати, один момент, значит, у выпускников этого года будет возможность пересдать один из основных обязательных экзаменов, то есть или математику, или русский язык. Если он не набирает, допустим, по одному из этих двух предметов минимальный порог, значит, у него будет возможность в этом же году его пересдать. А для других, в том числе и пересдача профильных предметов, в общем-то, будет предусмотрено, начиная с сентября месяца, в специализированных центрах, которые будут создаваться в Российской Федерации. Сейчас, значит, у нас идет проработка вопросов о том, чтобы создали такой центр в Чеченской Республике, но нам сказали, пока, в общем-то, этот вопрос отработан только в Ставропольском крае. То есть у наших выпускников, если, допустим, здесь не будет вот этого центра, будет возможность поехать в Ставрополь и там, в этом центре, сдать даже в этом году, начиная с сентября месяца, экзамен. Ну а в следующем году, в общем-то, проблем нет. Он опять вот в эти установленные сроки регистрируется в качестве участника и сдает его в следующем календарном году. Ну что ж, спасибо вам за участие в нашей программе, за такое емкое, но весьма-весьма необходимое объяснение. Я думаю, что ваши комментарии дошли до наших родителей, и мы все, я полагаю, поняли, что это порочная система, когда тот или иной экзамен просили ставить по телефону и через знакомых, друзей и так далее. Я думаю, что эти времена уже остались в прошлом, да? Или я что-то не договорил, Лиза? Да, вот в прошлом году, ну, есть такие родители, как вы сказали, ученики, которые до последнего надеялись, что они смогут это сделать. И даже те учащиеся, которые действительно были успешны, остались за бортом. Спасибо вам еще раз. Мне хотелось бы напомнить, ну, мало ли что, на экзамене, да и вообще в нашей жизни в самое мирное время может произойти все, что угодно. И поэтому, чтобы в случае необходимости родители и выпускники имели под рукой этот номер горячей линии, я хочу его вам еще раз тут озвучить. 22 38 35. И другой телефон 22 38 86. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, звоните по этим номерам, вам ответят квалифицированные специалисты. И еще раз хочется напомнить нашим уважаемым родителям, я думаю, что и Министерство образования и наук Чеченской Республики, и руководители тех или иных учебных заведений с нас, с вами сняли лишнюю нагрузку. Теперь никуда ходить не надо, звонить никуда не надо, искать какой-то протеже тоже не надо. Будем рассчитывать на знания наших детей. А вот заниматься детьми, да, это надо. А время нашей встречи подходит к концу. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго.
и до встречи. Готовьте детей к ответственному экзамену.